рассказываю в этом прекрасном расскаже Кэндис Марджини. Оказывается, ее миссия в Афганистане заканчивается. Желаю вам успехов. I'm also very pleased to be here with this event today, as well as the receipt of these. Среди всех стран Центральной Азии первый, который имеет вот это самое-самое современное оборудование. And we need to find a way to reliably measure the types of air pollution found here. Кыргызгидромет проводит мониторинг состояния загрязнения атмосферного воздуха в следующих городах. В городе Бишкек у нас 7 стационарных постов и 1 автоматическая станция. Мы определяем концентрации следующих загрязнителей: диоксид азота, оксид азота, диоксид серы, формальдегид, аммиак, общая пыль ТСП и твердые частицы PM10, PM2,5 и PM1. В городе Бишкек предполагается расположить 34 датчика. В Аламдюйском районе 3 датчика, в Сокулинском районе 1 датчик и в Высокотинском районе 4 датчика. Данные будут размещаться у нас на сайте, официальном сайте Кыргызгидромета. Today marks a very special day. Сегодня чрезвычайно важное мероприятие, церемония вручения 50 приборов по мониторингу качества воздуха. Практически Кыргызстан – первая страна в Центральной Азии, которая получает такое ультрасовременное оборудование. Оно используется в США, в других развитых странах. А здесь, в Центральной Азии, это первый And we managed well for the security and the health of all in Bishkek. В рамках экономического коридора Алматы-Бишкек с помощью Азиатского банка развития Кыргызгидромету закуплены 50 датчиков для проведения мониторинга качества воздуха в городе Бишкек. Были специалистами определены места для установки этих датчиков, 42 из которых будут установлены на территории города, и по 2-3 датчика в Сокулукском, Аламединском и Канских районах. Эти датчики будут определять твердые частицы PM2,5 и оксид азота, которые являются основными загрязнителями атмосферного воздуха. Американского производства Clarity, которые будут установлены по всему городу, данные от которых будут в открытом доступе на сайте. Сейчас идет установка этих датчиков. Clarity Note S собран таким образом, что его только вначале нужно зарядить от сети около 3 суток. Далее он сам заряжается от солнечной панели. Внутри есть встроенная батарея. Устанавливать этот датчик где угодно, даже не имея интернета, так как он уже встроен внутри. Также здесь имеется 2 воздухозаборника. Один из них принадлежит воздухозаборник, это твердые частицы мелкодисперсные PM10, PM2,5 и PM1 микрон. Второй воздухоотборник – это диоксид азота. Таким образом, датчик будет висеть на опорных столбах и передавать данные онлайн на сайт Кыргызгидромета.